где же все взрослые и почему старшеклассники такие серьезные? Они взяли на себя ответственность, ведут уроки, следят за дисциплиной. Все это для того, чтобы любимым учителям устроить отдых в их праздник. Этот день стал особенным для Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 1, ведь организован День самоуправления. Это когда обучающиеся дают возможность отдохнуть педагогам и сами встают у доски и объясняют новую тему. И моя одноклассница не просто Кира, а Кира Александровна. Все потому, что она учительница 2 Б-класса. Окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык и математика. Эти уроки для младшеклассников самостоятельно провели ученики. Кира, каково тебе сегодня работать в роли учителя начальных классов? Мне сегодня очень понравилась работа, потому что дети такие послушные, такие милые. Им очень нравится, когда им делаешь какие-то интерактивы, с ними играешь, когда раздаешь им конфеты за то, что они так хорошо работают. Расскажи, как ты готовилась к урокам? Я приготовила презентации, чтобы детям было интересно. Я нарисовала супергероев, чтобы была какая-то мультяшность. И также я нашла сайты, на которых можно придумать разные игры, чтобы детям было намного интереснее в игровой форме познавать какую-то информацию. Мы все любим повеселиться с друзьями во время уроков за последней партой. А теперь представьте, каково учителям успокаивать таких активных ребят. А вот моим одноклассницам и представлять не надо. Ведь в этот день роль педагога они примерили на себя. Кире и Владе пришлось заново вспоминать темы, которые были пройдены ими много лет назад. Оказывается, даже нарисовать белочку и научить этому малышей не так просто, как может показаться. Влада, как тебе идея Дня самоуправления? Я считаю, это действительно крутая идея, потому что старшеклассники могут себя попробовать в проведении уроков у малышей. Допустим, сегодня мы ведем урок у 2 Б-класса, там достаточно много детей, 40 человек. Наверное, в одиночку мне было бы тяжело с этим справиться, но как-то мы вместе с Кирой вызвались, распределили уроки. Вот у Киры лучше получается математика, у меня русский, ИЗО. Влада, какие сложности у тебя возникли при подготовке к уроку? Когда я готовилась к уроку, естественно, возникали какие-то трудности, потому что все-таки профессия педагога – это нелегкая профессия. Очень долго искала правильный материал, как доступно объяснить детям тему, как заинтересовать класс во всем в этом, как, возможно, даже необычно с какой-то стороны преподнести данную информацию. День самоуправления запомнится всем очень надолго. Такая смена обстановки усилила мотивацию узнать новое и приобрести полезные навыки. Жаль, что такое мероприятие проходит всего лишь раз в год. Хотя на самом деле учить оказалось сложнее, чем учиться. Дорогие учителя, поздравляем вас с вашим праздником! Желаем крепких нервов, профессиональных успехов и благодарных учеников. Учителя – настоящие герои, которые работают, не покладая рук, чтобы мы с вами достигали новых успехов. Как хорошо, что есть дни, когда мы можем отблагодарить их и устроить им небольшой, но все-таки праздник. Маша Гордиенко, Ильшат Давлетбердин, специально для Горы новостей.